Кути-24, и с вами, как обычно, Петр Цыпандин. Находимся традиционно в ресторане «Мус-Хая» в гастростудии. В гостях у моего постоянного соведущего Семена Тарбахова. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Саня Нестеров. Практически Всем привет, наш всем привет. коллега, Добрый Саня, вечер. ведущий мероприятий. Спасибо, что ты согласился, Саня, прийти к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Спасибо, Да, что пригласили. вот. И так как все-таки у нас кулинарное ток-шоу, сразу же вопрос. С чем ты к нам сегодня пришел? Что будем делать, скажем? Увидел в интернете очень замечательный рецепт. Холодный суп под названием гаспачо. Ух ты. Гаспачо с огурцами. Испано? Да, интересно очень стало. И Испаньол. вот Ага. воспользоваться решил такой возможностью сегодня поработать шеф-поваром Семеном. И как раз-таки, чтобы мастер-класс такой небольшой показал. Ну то есть, я знаю, ты вообще же умеешь готовить, да? Да, Ну, гаспачо далеко от того, чего я ну ты что вообще я хитро люблю, да. поступил, ну, то есть как бы одним выстрелом Да, двух зайцев. да. Как бы и поучиться, ну и посмотреть, как это все делается. Все верно, все Да, верно. ну сколько времени потребуется? Уже надо, видимо, начинать? Да, Сколько да. примерно? Семен, Ну, в успеем? принципе, это делается быстро. Быстро делается, да? Так что мимоходом, Мимоходом. не напрягаясь, можно будет сделать это блюдо. Ага. Первое, что мы будем делать, это зачищать наши огурцы. Так, ну пусть Саня этим займется. Да, И да, Саня, да. сразу такой В принципе. вопрос. Традиционный вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Вот, пусть так. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Мы это называем рубрику «Как я шел до жизни» такой. Ну, Сам откуда, родом, да, и всё да. такое, да. Издалека, может. Наверное, начну, сблизи. Хочу сблизи начать. Вообще, вот как ты отметил в самом начале, мы являемся коллегами, да, действительно так. Работа ведущим мероприятий. Ага. В народе называется тамада. Да, у тебя это хобби, а для меня это вот как основная работа. Так. Сам я, получается, с города, местный. Тут учился, университет, школу, все здесь заканчивал. Так, университет СФУ. СФУ, да, финансово-экономический институт. Финансист, который решил стать Поваром. поваром. Так. Ну, на сегодня точно поваром. А так, финансист, который решил стать ведущим, вообще к ведущему я пришел, это очень долгий путь. Долгий путь, упорная работа. Начинал я с самых низов, можно так сказать. У кого-то просто получается с кондачка. Просто с улицы У пришел. кого талант есть, да. Да, у кого-то талант есть, да. Ну, то есть собирать толпу, интересовать. Ну, то есть это же вовлечь Да, нужно, да. когда вот, я понимаю, мероприятие, когда чисто свои друзья, которые тебя знают, говорят, ну, давай, проведи день рождения, это нормально. 3-4 человека, 10 человек по-другому, 20 человек разных по-другому, 100. Ну, то есть внимание же нужно. Да, привлечь. да. Каким образом, да, расскажи, пожалуйста. Ну, один из самых важных факторов это для меня это внешность. Если у тебя внешность какая-то запоминающаяся, то вполне возможно тебя запомнят люди, и тебя будет интересно слушать, что за человек такой интересный вышел. Ну, как бы познакомиться тоже. Ну, то есть очень немаловажный фактор тоже, да? Да, немаловажный фактор. Второй, это, конечно же, опыт. Это, как я говорил ранее, упорный труд. Вот, например, привести пример тебя и меня, вот, и сравнить с миром футбола. Вот ты Лионель Месси, у которого талант. Да. Вести публику за собой, а вот, типа, Криштиану Роналду. А ты Криштиану Роналду, Я Криштиану который Роналду, трудно. который упорным трудом от самых упорный низов труд. вот, пошел именно к этому Ложку пути. передать, пожалуйста. Ложку? Ага. Ну, начинал вот с детского аниматорства. Вообще, на самом деле, самая сложная аудитория – это дети. Это прям ну очень да, сложная аудитория. Которые разболтанное внимание, Да, скажем, разболтанное внимание, чтобы их заинтриговать, нужно действительно показать себя с какой-то там удивительной стороны. Причем резко, сразу. Очень сходу, да. Да, сходу. Когда надо, ты работаешь ведущим, ты можешь еще разогреть народ. Ты вот, Да, ты потихоньку, знаешь, да, потихоньку. Потому что, ну, все равно разгоняешь. человек да. приходит праздник отдохнуть, все равно Да, чего-то да, ожидает, да. да? И хочет, чтобы Многие его приходят веселили. покушать, да. Просто. Многие приходят просто покушать, да, поесть. Ну, как мои сыновья. Да. Когда праздник, говорят, о, здорово, говорит, покушаем. А так, в основном, получается, если интересует вот прям как завлечь народ, очень много гайдов есть, как вообще обучает ведущих. Это же все-таки тоже ремесло, которому Ну да, надо ну пройти. какой-то такой тренировочный цикл, да, Да, получается? да. Ага. Вообще тренировочный цикл у меня был очень интересный. Меня консультировала одна очень известная ведущая в Якутске. Я могу говорить тут имена, да, их? Да, В конечно. принципе, Почему да, нет? Почему Наташа нет? Овчарова, респект, салют тебе большой. Ну вот, и она меня консультировала. Обучение у нас проходило в таком формате. Сначала теория, рассказывала, что да как все было, после чего я сразу же перешел к практике. Первый заказ у меня был юбилей, день рождения.
30 лет девушке исполнялось. Мария даже, помню, звали ее. Мгм. Было Много- очень много народу волнительно. было? Было 40 человек, 40 человек было. много. Да, действительно. Для первого заказа даже тяжело было, тяжело, потому что обычно спрашиваю у ребят ведущих, там, какой у вас был первый заказ. Кто-то там говорит, да, я выступил там для 10 человек, там день рождения провел, там, Быстренько. без колонок, да, просто так. Официальную часть быстро. А я так прям весь вечер 6 часов вел, поэтому было немножко страшно. Долго, но долго готовился? долго готовился, да. Вообще, на самом деле, к любому празднику долго готовишь. К любому вообще, абсолютно. Ну и вот, и праздник прошел успешно, и после этого сразу же с того заказа у меня поступила заявка на свадьбу. Все, я провел свадьбу. Ну, то есть, Свадьба, кстати, скажем очень так, веселая. торговное радио сыграло, да? Да, сарафанное радио. Сарафанное Очень хороший метод рекламы в городе Якутске. Но. Когда Ну, маленький город, да, конечно. да, прям очень Было хорошо. слышно, как, слышь, говорит, молодой парень есть, новый, вообще классно ведет, недорого берет, типа такого. Да, да, наверное? да, вот так и есть, так Ага. и есть. Вот, ну вот начали чуть-чуть издалека же, да? Вот Да, да, детским да. аниматором. А как ты туда пришел? Да, как я пришел к детскому аниматору, это вообще на самом деле очень интересная история, если смотреть со стороны и вообще ощущать ее на себе. У меня есть друг, очень хороший друг, наверняка знаешь его, Аял зовут Федоров. Так, да. Известен по псевдониму Just Аял. Он создает вот космические корабли, вот, очень знаю, да. такие известные, да, косплеер, в общем. Косплеер, да. Да, и вот мы вместе учились, получается, и был конкурс косплеев у нас, получается, в учебном заведении. И он сказал, давай сделаем костюм. Была идея у него сделать костюм Железного человека. То есть он на минуточку хотел стать Тони Старком. Так. Да, и вот О. он сделал, да, этот Iron костюм. Man. Да, костюм первый был из картона, полностью из картона, прям максимально из картона. Один слой картона был. Я помню, мы еще на финальный день перед подготовкой прям вот покрасили его, скотчем на него налепили и в машину. Машина была Toyota Succeed. Мы в сиденье опустили, его вот так вот прям положили, вот, Ага. потому что он вот так вот лежал, и ему как бы так удобнее было ехать. Все, мы его довезли, вытащили, подняли, выиграли первое место, взяли. И после этого он уже прям начал, он вообще с детства очень творческий человек, и он начал очень сильно увлекаться этим. И после того, как мы подошли ко второму костюму, была такая возможность поучаствовать на Гикфесте. Очень популярное мероприятие. Вот, кстати, Икотешное. недавно. Да, недавно, кстати, было, да. Да, проходила Ганна Поймади. Ага, и вот поучаствовали там, было очень круто, заняли 3-е место, и после этого подумали, как можно заработать деньги на этом костюме. Как бы монетизировать. Да. Все-таки денег много потратили на второй костюм, потому что второй костюм был сразу там из 3-4 слоев картона, очень много горячего клея, очень много светодиодов использовали. И вот, и он предложил, давай пойдем работать детскими аниматорами. Все, я, получается, поскольку носил этот костюм, я был как бы основной. Ну то есть основной внутри актер. ты был? Внутри был я, да, я именно на Гикфесте, да. То есть, короче, Аял делал, а ты внутри? Да, я внутри. И все, мы как бы первый заказ там раз Железный человек, потом как сарафанное радио опять раз сделал Железный человек, который светится, похож прямо на оригинал один в один, ростом такой же высокий. И все, и там пошли, работали. Год проработали в аниматорской студии, а после этого Аял там предложил открыть свою. И вот и уже... Мастерскую, да, такая своя студия, не да? мастерскую, а вот прям Студия. студия организации детских праздников. Да. Ага. Я делал костюмы, я работал аниматором, отвечал вот за организационную часть на празднике. И, соответственно, все, мы раскрутили эту студию, потом продали ее. Я начал заниматься профессионально уже косплеером, а я пошел бы как бы ведущим. Ну, то есть, как бы ты понял, что, оказывается, и детей внимание привлечь, ну, то есть ты понял, скажем так, основы, да? Да, Как- основа. Основы, да, как? Оказывается, блин, реально, это же можно. Это Ладно, можно дети, делать, да, типа да, так, ага. Ну, тем более еще после детей у тебя появляется такой безграничный опыт со взрослыми. Взрослые — те же самые маленькие дети, просто с какими-то большими потребностями в плане официоза вот, на мероприятии и так далее. Ну, поэтому как бы сразу, я не думая, выбрал уже себе такую профессию. Вот по сей день двигаюсь в этом же направлении. А как давно это произошло? В каком году? 4 года назад. 4 года назад. 5-й год, можно сказать, пошел. 5-й год пошел, это юбилейный 5-й год будет. Ну, уже и занимаюсь. учитывая, что ты и так сам по себе молодой, да? Ну, Да, то есть да, ты да. вообще в молодости, получается? Ну, да, грубо говоря. Я школу-то закончил, во сколько? 16 лет, 11 класс закончил, поэтому у меня как бы все двери были открыты. Именно для того, чтобы что-то начать делать, развиваться. И позволяли потребности. Ну,
точнее, да, позволяет потребность, потому что их не было. Особо 16 лет тебе же не нужна там квартира, тебе не нужна там машина там, и так далее. Ты просто думаешь, как заработать деньги, как хорошо повеселиться с друзьями, отдохнуть, съездить куда-нибудь. Как реализоваться, да? Да, да, да. Ага. Так, немножко отойдем. Да, да. Ты еще футболист. Да, я еще играл в футбол, ну до сих пор играю в футбол. Да, футбол это прям неотъемлемая часть моей жизни. Очень сильно люблю. Потому что я Росонера, а этот мерсисайдец. А ты? Серьезно, что ли? Да. Я манкуньянец. Жесткий причем. Манкуньянец, Манчестер Юнайтед. А ты манкунянец, Да. да. Вот. Ничего себе, я не знал, что такие люди рядом со мной стоят, да. Ну, да, футбол вообще, с самого детства занимаюсь, пришел в Дюша 4, во сколько было, 8-9 лет. Ну, то есть родители, Бабушка наверное, привела, привели. бабушка привела. Бабушка да. привела? Это как было, мы во дворе, нам вынесли мячик волейбольный, сказали, ребята, играйте в волейбол. И как-то мяч вниз упал, и мы как-то пнули, уже футбол поинтереснее показалось, да, и уже в футбол начали играть. Семен, можешь помочь мне-нибудь, Да, пока я рассказываю? Пока, С авокадо, да? может, вот это пока отложить. Ага. Так, отложить. Ну и вот, футбол, да, с того момента еще ни разу не забрасывал, вот прям как тренировался, с того момента так и тренируюсь по сей день. А кто был первым тренером в Дюша 4? Самый-самый первый тренер был Бурнин Владимир Геннадьевич. А, Он еще какое-то время, точно, может, ты знаешь, есть вот 50 лет Победы, Дворец спорта, там какое-то время директором был этого. Ага. Ну, после того, как ушел с тренерства, работал там учителем физкультуры в разных школах. Ну, очень хороший тренер, да, многое дал, но он на банке меня долгое время держал. Не распознавал мой талант, можно сказать. И вот, как раз-таки по поводу таланта, самый-самый первый раз, когда... мякоть нужно вытащить, да? Вот я совсем позабыл. Ага. И вот, и самый-самый первый раз, когда я дебютировал вот прям за юношеский клуб «Зари», ну, наверняка зрители знают, вот, что такое МФК «Заря», Да, потому что конечно. один из самых известных Якутских футбольных, клубов. да, якутских клубов. И вот, туда попасть для ребенка, это было, знаете, вот в то время, ты в «Заре» играешь, вау, ничего себе, ты, наверное, очень крутой футболист. Вот всегда такой вот, можно сказать, стереотип был, да, стереотип. Ну, вот это так и есть, да. Ну, Да. Тем более, там Заря вышкой премьер-лиги даже играет. Премьер-лиги, да, Даже поиграли. поэтому было очень как бы престижно играть за такой клуб. И когда самый-самый-самый первый раз дебютировал, было очень волнительно. Кстати, второй тренер тоже, Василий Олегович, очень крутой человек, он помог нашей команде вот прям как-то занимать какие-то призовые места и так далее. Очень, кстати, принципиальный соперник в то время был, это «Молочный дождик», это вот команда, которая была под Гормолозаводом, Да. их детская юношеская команда. Бабенко вот тогда руководил их командой. Очень, на самом деле, интересная команда была, тоже ребята все талантливые. И мы в первый раз начали выигрывать, вот уже 4 года, там 3-4 года прошло, как я начал заниматься футболом. Ну, это чтобы тайминг примерно понимали, как я вообще рассказываю о себе. И вот, и тогда первый раз начали выигрывать при Василии Олеговиче. Наш принципиальный соперник, это как Барса, Реал, или классика якутская была. И вот, и, да, очень интересный момент. Дерби, да? Да, дерби, Якутский там дерби. драки были, там все что-то, все Дети было. дрались? Да, дети дрались, красные карточки, там судей, специальных судей назначали там на наши игры. И мы все время в финале были там республиканские соревнования, городские соревнования, Кубок Зари, Кубок Покровска, вот все вот эти вот именитые соревнования в то время. Всегда вот в финале вместе с «Молочным дождиком» играли против «Молочного дождика». Ну и вот, да, и как бы карьера шла, и вот прям на взлет, ну как-то на взлет, да, для якутского мнения на взлет пошла она, когда тренером стал Николай Николаевич Шарковский, это бывший игрок вот мини-футбольного клуба «Зари», да. Вот он прям нас очень хорошо подготовил, и мы тогда уже прям «Молочный дождик», там не «Молочный дождик», может так, да? Не чувствовали, получается. Все, по поводу достижений, да, хочу немножко тоже затронуть тему, рассказать. Похвастаться Да, можно. похвастаться немножко. Самое такое главное достижение, наверное, вот в футбольной карьере, это призы чемпионата России, вот ассоциация АМФР. Среди юниоров мы первые в истории вот заняли вот именно с Якутии 3-е место вот с командой, да, «Заря-2», поэтому... Нас тогда, да, прям помню, по телевизору показывали, там интервью брали. Прям такое большое достижение тоже было.
Ну, может, когда-то в 90-х, когда еще не «Заря» была команда. Росинкас. Да, Потом может быть, тогда и ребята занимали, а вот именно когда «Заря», вот только вот взрослая команда, старшая команда, вот основной состав, они занимали там призовые места. А так, в основном, вот среди юниоров только вот мы. До сих пор держится, кстати, рекорд, еще никто не забирал. Ну, футбол вообще многое дал, это путешествие по России. Это прям очень много городов объездили. Начинал вот, когда в детстве еще маленький был, там 10-11 лет, там Нерюнгри, Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Потом как постарше... ДВФО, наверное. Да, ДФО. Как постарше стали, там уже такие города: Москва, Питер, Саратов, Новосибирск, Нижний Новгород. Это на туры уже выезжали? Да, уже на туры выезжали с командами. Самые сложные туры это в Тюмени были. Тюмень это самые такие, в принципе, Сургут тоже тяжело было. Ребята там, я помню даже один раз, очень интересная история. Кстати, Артем Соколов есть такой парень. Это не с Якутска, который в большой футбол играет, а который с мини-футбола. Человек, воспитанник Виссенара из Екатеринбурга, сейчас играет за Спортинг. Вот недавно трансферы объявили. И самое интересное, что у моего года рождения вот мы вместе против него играли в футбол. Вот тогда мы там проиграли, конечно, счетом 10-1, но все равно опыт был нереальный. 10-1. Лиссабонский Спортинг? Нет, не с Виссенара Екатеринбурга. Он тогда еще за них играл. А потом, сейчас он играет за Лиссабонский Спортинг. Ага. Он все-таки основной игрок сборной России по мини-футболу. Очень перспективный, мощный столб. Вот так вот. Ну и потом после «Зари-2», соответственно, там первая команда, основная команда, там уже Олег Михайлович Марченко. Тоже большой привет ему. Очень такой сильный тренер. Олег Михайлович, здрасте. Да, вот, и тогда тоже, но потом уже, знаете, там появились другие приоритеты по жизни, кроме футбола. Да, ну вот вопрос как такой. раз к этому уже подошли. Было понимание того, что может быть жизнь связать вообще с футболом? С футболом? Да, было, конечно. Как и у каждого ребенка была своя мечта, да, Да, да. американская мечта, да, стать каким-то профессиональным игроком. Но я всегда вот, чего не отнять от меня, у меня, скорее всего, это Надо будет его... заблондарить. Да. Нет, давайте я включу. Ага, я пока, да, расскажу. Ну вот, Можно, знаете как, как? сейчас будет сильно шуметь. Да, сильно шуметь будет, аккуратно. И может брызгать, да? Нет, это окружной бомбер не сильно. Так, ну, Семен, наверное, уже может сказать то, что Гаспачо практически готов, да? Ну, почти. Практически готов. Ну, короче, измельчили. Да, измельчили прям до самого. Похоже на что-то очень полезную жижу. Да, на смузи. На смузи, смузи, да. Ну, запах невероятный вообще. Запах просто невероятный. Воу. С добавлением мяты это будет прям... Вот это- еще микс Вот салата надо. Микс салатов. микс салатов. Очуметь. Ну вот это все зеленое, говорят, очень полезно. Да, Особенно для действительно. желудка, для всего. Вообще, ну вот, Добавим для цвета, для вкуса. Немножко. невкусно, но шутка. Не, мне кажется, кстати, да, очень. Вот именно летний суп, да, можно его назвать? Освежающий летний суп, Да. скорее всего. Это можно отложить. Ага. Как ты любишь говорить, дайте шума. Да, Дайте да. шума. Дорогие друзья, дайте шума. Дайте шума. Кстати, да, очень, я Давай, щас, подойдем. да, расскажу про эту историю, когда вот закончили миксерить. Все. Соль, перец, немножко Соль. Соль. И перчик. щепотку соли. И перец. Да, и немножко беру. перца. Все. Все? Сейчас еще мы добавим немножко Сока лайм. Еще лайма. сока лайма. Сокол лайма. Мгм. Да, мусор можно убрать. но Да, не сразу кинем. Все. Так, все вроде, да? Ложи. Да.
Это так, я заберу, Это мы можем аккуратно отложу, это сюда. аккуратно Передать отложу. сковородку. Сковородку Да. держи. Это я прямо сюда положу, оказывается, с травами. С травами. Так, переходим к основу. Немножко масла. Ты рассказывай, Да, на чем и мы да, остановились? да, да, На чем остановились на том, мечте, чтобы- на мечте, да, вроде, ну да. вот. Да, мечта была, но я всегда вот, родители подмечали то, что я всегда вот был реалистом, вот прям с детства. Я прям как бы всегда понимал. Я, конечно, мечтатель в душе, далеко в душе, но все-таки по жизни я реалист, всегда оцениваю все, ну, предельно ясно. В голове всегда ясность у меня, можно так сказать. И мечта была прям до последнего, вот честно скажу, Все равно прям так, очень да, хотел, да. что-то уровня такого. Да, но потом Хотя уже... бы Аршавина. Да, да, ну, да, я бы даже не знаю, ну, даже не Аршавин, хотя бы Николая Николаевича Шарковского, да, вот хотя бы до такого уровня достичь. И хотелось очень сильно, но потом уже и учеба, и уже как бы... Уже Жизненные понимаешь, интересы, да, приоритеты жизненные уже другие интересы чуть-чуть стали, другие. Да. Уже и работа появилась, вот, и вот как мы вначале говорили вот про аниматорство, я тогда уже начинал заниматься этим, и что прям очень хорошо, прям это пошло, соответственно, уже было с чем-то паузнуть немножечко. С футболом паузнул ненадолго, прям, оказывается, бросить это невозможно. Ну, ты, наверное, сам тоже понимаешь. Ну да. Если ты раз футболист, то ты уже на всю жизнь футболист. Да, это болезнь, да. Это болезнь, Как да. в анекдоте говорят, у семьи было 3 сына и 1 футболист. Да, и один футболист. Да. Очень, да. 3 нормальных слышал. сына и 1 футболист. И да, один да. футболист. Это болезнь, да. Мгм. Ну вот, значит, ты понял, что все-таки футболом это всю жизнь связать Да. не получится, и уже такие другие интересы, да, пошли. И уже, да, стал ведущим. Вот как раз таки вот ты говорил по поводу «Дайте шума». Да, вот, очень популярная, наверное, в 2017-2016 году передача на ютубе «Versus Battle». Там был такой человек, ресторатор, и он все время говорил «Дайте шума, йоу, дайте шума». И это прям как осталось у меня в голове, я теперь до сих пор на праздниках хожу. Даже будь то- Используешь. Да, юбилей, там 80 лет бабушке исполняется. Я говорю, йоу, народ, дайте шума. И прям все такие, вау. Очень понимает это слово, в принципе, вне зависимости от возраста. Ну, интересно на самом деле. Слушай, а вот ты говорил, что ты брал спецом курсы, да? Да. То, чтобы... Как, не курсы, можно сказать, Привет. Мастер-классы. мастер-класс, да, вот Наташа, как бы я ей написал на Инстаграме, она мне сразу сказала, да, без проблем, вообще круто, супер, поехали. Все, и как бы обучила, ну, там рассказала, обучила, да. А как долго? Ну, недели 2, наверное. Даже так? Ну, то есть Да. ускоренные мастер-классы. Ну, в среднем мастер-классы вообще бывает, я один раз летал, получается, на мастер-класс ведущих, вот именно там, где со всей страны приезжают ведущие, в одном помещении собираются. Вот тогда мастер-класс был 1 день. 1 день. Один день, да. Тебе с утра просто до вечера. спикеры рассказывают, да, там 4 часа, что ли, шло. Про какие-то фишки, Да, да, про какие-то особенно? фишки, там, хиты этого сезона, можно так сказать. Ну, все равно опыт, на самом деле, самый большой опыт, который я получил, это не мастер-классы, обучение, это сами люди. Ну, исходя из ситуации, ты смотришь. Поначалу было сложно вообще, ты не понимаешь, какой человек, потом, наверное, вот тоже понимаешь, что основное понятие вот работы ведущего — это психология человека. Ну, и чтобы не как бы не посмотреть ему в глаза там и понять, какой он, а вот именно прям заглянуть в душу, прям вот, чтобы было То есть максимально... установить некий контакт. Да, некий контакт. Вот на свадьбе, чтобы ты заглянул в душу молодоженам или их родителям, чтобы было это максимально романтично, прям классно. А вот, например, на каком-то корпоративе заглянул в душу человеку и посмотрел, что он любит, там, изучил его, можно ли позвать его на какой-то там танец, потанцевать вместе с тобой там, или спеть какую-то песню. Бывают такие люди закрытые, бывают открытые. Ну, сам, наверное, понимаешь, что в Якутске очень северные такие люди, они все прям... Ну да, обычно мероприятие начинается так, не шатка, не лавка, все сидят, Да, чинно, да, да. благородно. Тяжело. Первые полчаса, первый час это всегда тяжело. Да, да. Я как тоже, у меня есть хобби. Я тоже. И представляешь, мой самое первое мероприятие было свадьба на 10 человек. Сходу. Сходу же, да? Сходу, да. Вот. 200.
На 200 человек, да. Это тяжело, да, 200 Да, человек, это очень тяжело. Это очень тяжело, да. Я не знаю, как я справился, но сказали здорово. В конце, слава богу, не побили, еще подарок подарили, да. Кстати, да, в то время-то, когда тамаду бьют на свадьбе, я слышал, там ребята мне тоже рассказывали, те постарше под тамады. Если побили на свадьбе тамаду, значит, брак будет счастливый у молодожен. Даже так, Да, такая это примета есть, да? традиция, примета, да, поэтому, слава богу, что тебя не побили. Это очень хорошо. Слушай, а как долго у тебя в среднем проходит подготовка? Ну, К мероприятию? К одному мероприятию, да. Ну, И как это делается? вообще, В твоем случае. давай- Может быть, какие-то свои Ага. секреты там есть, да, расскажешь? Я расскажу, Про кухню. я расскажу, Давай. расскажу, да. Вот, как раз-таки есть там 3 типа мероприятий. Это корпоратив, какой-то именной личный праздник, день рождения, юбилей. И есть праздник для семьи, это как свадьба и так далее. Ну вот, к корпоративу подготовка может идти в районе 2 недель, 3 недель. Это достаточно для того, чтобы сделать классный праздник. А к свадьбе обычно подготовка это прям очень... Бывает там за год тебе пишут, там вот в следующем году у нас свадьба, хотим забронировать вас как ведущим. А на день рождения можно подготовиться за неделю, мне кажется, спокойно, потому что ты изучаешь не окружение человека, ничем он занимается, а просто вот поговорил, сел с человеком, даешь какие-то документы для заполнения, договор, чтобы заключить с тобой, чтобы забронировать дату за тобой. Второй документ – это анкета. Именинник заполняет анкету, пишет о себе, факты, рассказывает. Грубо говоря, он тратит на это полчаса своей жизни, а я благодаря этой анкете хорошо узнаю человека и, соответственно… Ну, то есть анкету ты сам готовишь? Да, анкету я Это сам такие готовлю. что-то там, да, ну, хобби туда? Да, туда. хобби, увлечение, там, Сколько там любимое пунктов? блюдо, например, да, что-то вроде такого. Знаете, очень прикольно бывает такие, и у меня еще есть пункт в анкете, это неизменный пункт, который я всегда пишу, это интересные случаи с детства. Это сложнее всего заказчикам заполнить этот случай, но когда они его заполняют, этот пункт, это всегда дарит настроение на празднике. Вы представляете, сидит там родители, да, и какой-то случай из детства рассказываешь, и они прям вспоминают это прям, Да, вау-эффект. ностальжи. Да, да, Это ностальжи. Чуть-чуть слеза. Да, да, да. Так, ну у меня уже все готово. Как вы видели, мы уже Да, расскажи, пожалуйста, да, Семен, Сане, как все смесь нашу получилось. Да, подготовили. да. Мы, грубо говоря, зачистили огурцы, добавили мяту, соль, перец, немножко авокадо, немножко свежих листьев, как говорится, микс салата. Сок лайма, да. Сок лайма. ничего Сок одного сложного, лайма. Освежающее. Подрезали немножко редиски мелко, поджарили креветки, просто соль, перец, чеснок, масло. Ничего сложного, в домашних условиях можно приготовить. Быстро-быстро. Да. Гаспачо. Да, сейчас можно передать наши тарелки. Ага. Сервировка, да, у нас? Мисочки. Сервировка. Мисочки, тарелочки. Сразу ложечки. Да, попробовать будем обязательно. Да. Ведущему. Так, спасибо. Ложки. 3 ложки. Я пока волью это немножко. Так, ну, сервируется вот так, да? Ну, то есть гаспачо можно прям, если сильно торопище, прям закинул все в блендер, грубо говоря, да? Замиксовал, перемесил, рассервировал и покушал, да? Мне кажется, это очень сильно классно укладывается в концепцию ПП, да? Да, и в рацион девушек, мне кажется, прям вот это Девушек, идет очень сильно. Да. Девушки. Вот. Ну что, Дальше сервировать. Так, И с будем- чего начинаем, Семен? Ну, сейчас Семен, наверное, уже можно выложить. креветочки классно положит. Делим по-братски. Строго считаем. Да-да-да. Так, как в большой семье. А я Слушай, вожу. вот, кстати, да, по поводу у ведущих, я помню, когда-то слышал у ребят ведущих, я не помню, на самом деле, какое-то мероприятие было официально большое, на нем работает сразу несколько ведущих. И там вот прозвучала тоже эта популярная фраза: ребята, работу делим по-братски. Поэтому вот с 2 до 3 ты работаешь, с 3 до 4 я работаю, с 4 до 5 ты работаешь. Так, и Немножко. редис. Редис, на самом деле, вот всегда вот хотел спросить у шефа, да, какой вкус дает? На самом деле для меня он такой вот, знаете, как вам сказать, кисленький, да-да-да. Ну, как бы освежающий. Экзотический, можно даже сказать. Ну, хотя Ну, так, редис, Редис конечно, с чесноком и чуть-чуть майонезика. Да? И? Мне кажется, отличный салат получается. и свежий. закинуть, да? Свежий. Да, прикольно было бы. Что, у нас готово, да? Зеленью не будем крушать? Нет, все нормально. Все нормально. Ну, я сделаю, что у нас? сделаю Разрешите? фото. Сделаю я фото. Ну и что, Можно ребята? убрать. Давай вот это сюда. Оп. Ну что, Так, можем самое пробовать, время. но
Кому нравится табаско, О, да, да, я обязательно Острота. табаско. Да, Саня, ты как? остринки. Да, я тоже. Держите. Давайте За, добавим за, пару таба- за, капель. за табасим. Угу. Ну, тут нужно буквально пару капель. Да, капелюшечку. Вот крышечка. И все. Неплохо. Вот, кстати, Можно пробовать. кстати, вот по поводу, наверное, самая приятная часть вот вашей передачи, это вот именно пробуешь еду, да? Ну Да, да. дегустация. Собственно, я поэтому и Дегустация. согласился. Вау. Было с табаском, это прям отдельный вид искусства. Класс. Какое время суток это надо кушать? Мне кажется, надо кушать вот утром проснулся, поработал там до обеда. Второй завтрак. Да, второй завтрак можно Да, Семен? сказать, На обед можно. да. На обед на даже, обед даже можно, можно, да, да? да. Легкий. Легкий. Да, соответственно, и на ужин можно, если он легкий. Интересно, сколько тут калорий? Тут же не так много калорий, скорее всего, да? Да. Да, очень вкусно. Просто вкусно. Давай немножко отвлечемся, Да, потому да. что мы можем стоять бесконечно до конца Да, передачи кушать. кушать. Да. Да. Я вот- Мы потом обязательно доедим. Да? Вот хотел вопрос задать. Да. Что именно ты любишь готовить? Ну, для себя. Ну, Для то ли себя? повседневно и в праздничные. Да, я же тем более упомянул, ты мне Да. рассказывал, что ты любишь готовить. Да, вот как раз таки вот, то, что я люблю готовить, это в основном такие праздничные дни. Это посиделки с друзьями, выезд на дачу, выезд на природу. Это все блюда, где главным, можно сказать, ингредиентом, не ингредиентом, главной приправой является зира. Мгм. И вот я люблю казан-кебаб, это вот жареная картошка с мясом тушеным, прям обожаю. Плов прям все время готовлю, все время у казана. Прям тоже шашлыки, но это понятно, да. Очень сильно, кстати, из мяса люблю баранину. Не знаю почему, но прям многим она не нравится вот из-за привкуса, а вот мне она прям заходит идеально. А по повседневной жизни что мы готовим? Мы всегда дома курица карри, ну, в основном курица, да, потому что курица это все-таки белок, прям полезно. Пасты, разные пасты. Есть очень прикольные пасты, мы с девушкой называем бантики. Это вот паста в форме бантиков с беконом. Вот такие. Да. С беконом, соусом, прям Сливочным. тоже очень вкусно, да, сливочным. Что еще? Паста с курицей, с креветками. Ну вот все виды паст мы прям очень сильно любим, постоянно готовим. У меня девушка очень, кстати, любит супы. Вот я удивлю ее. Спасибо большое, Семен, что рассказать, как это делать. Прям, да, Следующее удивление вот это. да, прям приеду домой такой, дорогая, готовься, сегодня у нас гаспачо. Прям очень интересно будет. Слушай, а из якутской? Из якутской? На самом деле я тот самый человек, который ни разу в жизни не пробовал строганину. Да ладно? Серьезно, да. Да. Да, ни разу в жизни, потому что как-то в детстве один раз, там вообще история забавная была, но я сам точно не помню, но мне родители сказали, там дядя подошел, он сказал, будешь, типа, он такой, да, буду, я попробовал, вот, мне не понравилось, сказал, фу, больше ее никогда в жизни не кушай, раз не нравится, так нельзя говорить, фу, про якутскую еду. И все, я такой, ладно, и как-то стереотип зациклился на всю жизнь, я до сих пор ее вот как бы не Какая пробовал. ассоциативная память. Да. И На подкорковом не уровне. знаю, ну, когда-нибудь настанет тот день. Кстати, я недавно попробовал саламат. Это очень вкусно, это прям... Я, кстати, в Мусхае попробовал саламат, да, это прям очень... Наверное, Семен готовил. Да, скорее всего. И На прям, каком-то банкете, наверное. да, на банкете как раз-таки угостили, прям очень вкусно было. Что еще из якутской еды? Очень сильно люблю суп. Утиный суп, это же наша, якутская же, да? Ну, она везде есть, да. Да? Но она национальным блюдом тоже, можно сказать, да. Ну, Как у нас называют на якутском? Кус, да? Кусмины. Ага, да. Прям тоже люблю. А обожаю. исмина? Ну, так. да. Ну, прям если Исмина, прям да, это голодный. Прям если голодный, прям съем всю тарелку, да. Нет. Ну, в принципе, да, все. А строганину, жеребятину? Жеребятину нет. Не Если ел. только в жареном виде. Печень в жареном виде люблю, в сыром не Ну, то пробовал. есть ты не сыроед вообще, да? Не сыроед, да. Ну, как можно будто ты так не в сказать. Якутии живешь. Да. Печень жеребятины жарить, как бы, Зачем, да? ну, преступление. Преступление же, да? Да, ее в сырую. Мне надо. тоже так говорят, да. Сырую. Говяжью можно? Говяжью можно, а вот жеребячую это преступление. Преступление, да? Ну, буду знать. Но на самом деле, знаете, вот мне все время говорят то, что вкус приходит с опытом, с годами.
Например, в детстве там я не ел что-то острое, там вообще не любил. Сейчас, наоборот, острое сильно люблю. Там не ел овощи там в какой-то определенный момент времени, когда там подростковый период был. Сейчас овощи тоже ем. Лук вообще не мог переносить. Сейчас лук вообще в любую еду добавляю, потому что лук это самое крутое, что Ну, то есть придумали, вкусовые да. пристрастия, рацион Меняется, с годами меняется, меняется. да, Ну, прям ты молодой еще, соответственно, еще Да. поменяешься, глядишь, и сыроедом 30, станешь 30, потихоньку. да, сыроедом по-любому стану, да. Может быть, да. особенно. Слушай, а возвращаясь к работе твоей, да, а сколько ты мероприятий, ну, навскидку провел уже? Навскидку. Вот за 4 года, да. Ну, если считать по договорам, которые у меня там 800 какое-то мероприятие. Очуметь, уже столько. Да, да, да. Но То есть, учитывая ну, то, что 365 дней в году, 1010, ну, да, то есть это практически каждый день. Практически каждый день. Это действительно, как сказать, многие удивляются, когда говорят 800, почему так много. Я сразу объясню. Мероприятия бывают и по 2, по 3 раза в день. В день, Да, поэтому, например, Утром детям, тот же днем, эссе, днем тот же школьникам. эссе, да, 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 вечером. да. Ага. Утром детям, днем школьника, вечером взрослым. Это был очень такой прикольный случай, вот исходя, да, опять раз, меня назвали ночным фиксиком однажды, да. Знаете, видели мультик такой Да, «Фиксики»? фиксики, которые вот это. ага. Это было реально очень смешно, потому что утром я проводил день рождения, получается, для маленькой девочки, либо мальчика, не помню. Фиксиком пришел, вот ноликом, синий вот фиксик. Это когда аниматором. Потом я поехал проводить, получается, какое-то мероприятие, официальное открытие какого-то магазина. И там я встретил маму этого мальчика или девочки. Он такой, да. что ты делаешь? Да, Опять ты? опять ты. А потом еще самое смешное, я тогда работал в ночном клубе, я вечером поехал туда, работал, и мама, получается, ну все, отпахала, там день рождения сына, пойду сама повеселюсь, тоже отмечу. И мы там опять встретили, вот как-то ночной фиксик, и потом раз разлетелось, и там второй раз там уже ночной фиксик. Как бы тоже смешная история. Ну да, 800 мероприятий, это действительно много, да. Это очень много. Бывали такие моменты, когда было по 3, по 4 мероприятия в день. Это прям на машине туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Прям тяжело. Особенно, когда у тебя аппаратура еще возишь, постоянно тягаешь. Тяжко тоже. Но у тебя же, скорее всего, своя команда, свой же, свой Да, диджей. все, в принципе, да, все свое, аппаратура, все все классно, свое, да? да. С этим каких-то проблем особых нету. Как бы хорошо, когда есть в команде какие-то сценаристы, есть звукорежиссеры. Кстати, я, наверное, единственный в Якутске, у кого есть сценарист, у ведущих. Да, наверное, да. То есть постоянно, на постоянной основе. Да, такой это человек, девочка, которая работает онлайн со мной. Есть какое-то там официальное мероприятие, мне нужно какой-то красивый текст придумать. Она заканчивала там институт искусства, что-то вот именно телевещание, что-то такое. Да. ну, И она да. прям все мне пишет. удаленно Да, работает. да, прям удаленно работает. Там за один текст она берет какую-то определенную сумму, я ей скидываю, она мне отправляет готовый результат. Или там, например, интересная там тематическая вечеринка в формате там супергероев. Там. Да-да-да. И она мне пишет сценарий, я по этому сценарию работаю. Тоже Сейчас очень, кстати, Экономит- популярны же, да, тематические экономит вечеринки. именно Время очень львиную сильно, часть. да, вообще очень сильно, потому что бывают вот сезоны, это Новый год, лето, свадьбы, и ты прям не успеваешь там 20 мероприятий подряд уже вести, ты просто скидываешь и что нужно сделать здание, она тебе кидает. Всё Ну, удобнее. Да, удобно. Ага. А как с коллегами обстоят дела? Вы С скорее... коллегами, да, у нас да, есть... конкуренты, либо там, как, может, Ну, дружеские? я бы сказал, в Якутске очень здоровая конкуренция среди Да. ведущих, да, потому что все ребята друг друга поддерживают, там какой-то форс-мажор, там у ребят случается, там, своего диджея берешь, отправляешь к ним, там диджей заболел, не пришел, своего отправил, если свободен. Там помогает, у нас есть группа, молодые ведущие города Якутска, там сколько-то, 20 человек состоит, что ли. Ух ты. Да, 20. Чисто, это еще молодые тоже, да? Чисто молодые ребята, да, и там 20 Дима человек. Едрихинского там нету. Дима Идрихинский там нету, да. Но Дима Идрихинский все время мелькает в нашей группе, я не знаю почему, там, потому что заказики постоянно подкидывают ребятам, насколько я знаю. И вот, и там ребята пишут, вот на завтра есть заказ, там во сколько-то, подъезжайте туда, пишут, вот, беру, свободен, не свободен и так далее. Ну, то есть конкуренции такой. Ну, то есть заказами можете жесткой меняться. нет. Заказами, да, ну, нет, заказами я вообще никогда не меняюсь, на самом деле, потому что тебя Не, ну, в смысле, допустим, ну, что-то с собой случилось, а у тебя вроде как ну, контракт. в этом- Либо там в не этом можешь. формате. Ну, Какой-то да. форс-мажор там, да. Такое тоже бывает, наверное. Кому-то порекомендовать. Либо, наоборот, тебе и предложат, да? Да, или же мне предложат, или вот мы все время вот с Аидом вместе, вот как бы я ему заказы, там, если что, или он мне заказы, если что. А есть ведущие, с которыми ты, ну, готов вести вместе, например, да? Да, очень много, очень много. много, да? Самый комфортный ведущий, с которым я вел, это Лиза Газизова. А, Лиза Газизова? Да. Лиза, привет. Да, Лиза, привет большой. Вот, это прям самый комфортный ведущий.
Мечтаю с Аидом поработать, еще ни разу не работал, хотя честно общаемся, прям очень много общаемся. И ну, не так, как сказать, одна такая профессиональная нотка есть, немножко хочется поработать с ним. Прям, знаете, как цель, как цель. Потому что все говорят, что он очень такой амбициозный, хороший ведущий, как про меня тоже самый перспективный, и, соответственно, хочется, когда два таких человека объединятся и посмотреть на результат их работы. В принципе, так, интересно. Ну и в конце, опять же, не могу задать вопрос. Можно перебью, да? В конце я бы тоже хотел сказать, спросить. Нет, вопрос. Да, Спросить вопрос, хотел? да, Давай, вопрос. давай, ты задай, Вот, потом я да, задам. да, по поводу работы за еду. Да, я работаю за еду, да. Вот, это, кстати, да, очень интересно. Как вот, Я не знаю, я придумал этот хэштег фишка же, себе. это же фишка же, да? Да, это моя фишка, да. Вот как раз таки по поводу фишек, вот хотел спросить у более опытного человека, как приходят фишки? Сами по себе или нужно прям Ай, думать об этом? Я даже не знаю. Ну, мне предложили один раз Ага. знакомая друзей. Да, молодая девушка выходила замуж и говорит, я хочу, чтобы мою свадьбу провел Петр Цыпанин. Все. Я, говорит, мне давай уговаривать. Я говорю, блин, мне же опыта нету. Говорит, ну, проведи да проведи. 200 человек. 1,5 месяца готовился, все вместе обсуждали, и вот как ты тоже, да, кого-то попросил. Кстати, Лиза мне здорово могла, Лизе привет, да. Она мне прописала, что нужно примерно делать, да, чтобы заинтересовать толпу и все прочее. Я провел, и потом... А он говорит, сколько ты берешь? Я говорю, да я не знаю, я говорю, я же вообще говорю... Готов за еду, да? Да, я говорю, я готов работать за еду. Говорю. И все, работаю за еду. И Да, и сначала я этот хэштег пишу одним этим, да, и люди думали, работаю за еду. Я такой, что это за еду? А потом уже большие буквы начал писать, работаю за еду. Да. да. Сколько мне накормите? Говорю, ну и слава богу. А были такие интересные случаи, вот интересно? Нет, ну конечно, да, уже в конце, уже когда уже более-менее я стал, ну, среди своих друзей узнаваем, говорят, приведи мероприятие. Я говорю, ну, давай работаю. Мешок рыбы. Это же еда, говорю. Говорит, хорошо, я готов, говорю. За Всё, мешок понял. рыбы я готов провести мероприятие. То есть это все тоже через опыт, да, получается? Да, через случаи какие-то через интересные, опыт, да. Ну и самое главное, чтобы для меня лично, да, чтобы компания либо тот человек был мне самому интересен. То есть я практически не знаком, ну, мне сложно это. Да, а тут знакомые, если реально заинтересовать, то почему нет? Все, понял. Как-то так. И вот, теперь я задам вопрос, да, в конце. Да. Цели, планы на будущее. Ага. Кем ты себя видишь, ну, допустим, через 5 лет, через 10 лет? Так, хорошо. В принципе, можно, я в камеру уже сейчас говорю. Да, уже ну и можешь, обращение к телезрителям. да, и пожелания телезрителям, да, уже. Флэшбэки появляются, когда я работал на телеканале тоже, на нашем любимом телеканале Якутия-24. Ну, самая главная цель, хочу увидеть себя ведущим на какой-нибудь крутой премии Оскара, премии Муз-ТВ хотя бы. Ну, начнем с этого, да, на Каннском кинофестивале тоже хотелось бы поработать. Ну и, наверное, как для корпоративного ведущего, одна из самых главных целей — это свадьба на озере Кома. Вот, да. Чью-нибудь. Да, чью-нибудь крутую свадьбу, либо же свою свадьбу на озере Кома. Да, вот это одна из самых главных целей, к которой стремлюсь. Мечты, давайте к мечтам перейдем. Мечтаю, чтобы все было хорошо, не только у меня, но и у людей вокруг, чтобы всегда были праздники, всегда люди все отдыхали. Ребята, не загоняйте себя в рамки, не работайте прям до потери, не знаю, сознания. Нужно все-таки отдыхать всегда. Ну и достижения уже говорил. Все, ребята, спасибо. Да. Ну что ж, подытаживая, я еще раз напомню, у нас в гостях был Александр Нестеров, ведущий мероприятий. Саня, приветствую еще раз, спасибо Да. тебе большое. Спасибо. Как обычно, Спасибо, со Семен, мной спасибо. Семен Тарбахов, а я Петр Цыпанин. На этом мы потихоньку с вами прощаемся. Программа «Просто вкусно». Канал Якутия-24. Ну а что мы продолжаем наши гаспачо Да, баловаться. продолжаем кушать. Ребята, кушайте много.